Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, мои подписчики, огромное вам спасибо за то, что вы есть у меня, за то, что балуете меня своими лайками, своими хорошими, добрыми комментариями, своей подпиской и своими донатами. Земной вам поклон. Мои милые, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что с ним сейчас происходит? Посмотрим, что в жизни вашего мужчины, что в голове, что на сердце и в душе. Как помочь? Нужно ли ему помогать? И как вам выстраивать диалог, отношения с этим человеком? Загадайте, пожалуйста, на любимого, посмотрите на песочек, подумайте о своем мужчине, представьте его, назовите по имени, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, что сейчас с тобой происходит? Как тебе понять? Как тебе помочь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вашего мужчину. Что с ним происходит? Как понять? Как помочь? Стоит ли что-то делать? Так, ну часы вышли, часы, часики тикают. Так, мои дорогие, смотрите, я буду делать по несколько отсыпок. Это первая отсыпка. Здесь мы в целом посмотрим, да, что с мужчиной происходит, в каких энергиях, кто да что на него давит. И потом я еще раз отсыплю, возьмем вам совет, рекомендацию. Попробуем делать так. Если вам понравится такой формат, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Итак, у вашего мужчины сейчас достаточно горячая пора, потому что часики нам всегда говорят о том, что человеку либо не хватает времени, он ограничен во времени, либо человек вот чувствует, что время наступает ему на пятки. У многих может отыграться как человек в депрессии. Депрессия от того, что время идет, а в моей жизни ничего не происходит. Планы рухнули, ситуация какая-то, вот знаете, подкосила его. Надеялся на одно, получил совершенно другое. Здесь у человека именно какое-то помешательство, замешательство, туман в голове, понимаете? У него сейчас в голове туман. Не сходятся у него, понимаете, пунктики. Он думает одно, происходит другое. Он делает с одной целью, да, а эта цель от него убегает. И причем это не только в отношении работы, дел, но и вас. Знаете, такое ощущение, что устал, запутался, потерялся. Не в ту сторону смотрит. Вот он, видите, он руки не в ту сторону тянет, не в ту сторону смотрит. У него с правой стороны коса, вот она вышла, да? А с левой стороны у него крест стоит. Понимаете? Я вам скажу такую вещь. А вот как хотите. Здесь отыграется, ну, у большинства, да? Вот у большинства отыграется, что мужчина сам не свой последний, может быть, ну, несколько месяцев даже, да, у кого-то дней, у кого-то месяцев. Мужчина идет мне. Либо он порченный, да, то есть кто-то позавидовал, порчу навел, там, сглазил его. Либо вашего мужчину, ну, боженька призывает, да, отработать свою карму, какие-то узлы пройти. То есть какая-то степень, либо новый уровень он должен взять в своем развитии. У него сейчас идет трансформация. Трансформация, причем он трансформируется, либо он вылупится, да, наконец-таки пробьет эту скорлупу и вылупится, превратится в прекрасного, там, не знаю, цыпленка-лебедя в будущем, либо этот человек так и останется в своей скорлупе сидеть. И то же самое, если мужчину портили, то он должен пробить этот негатив, скинуть, да, вот из себя все это грязное и черное и идти дальше. В любом случае, тут не обошлось без вмешательства. Без вмешательства. Смотрите, у кого-то отыграется такая история, что человек, ну, вроде неплохой, да, вроде мысли хорошие, руки с правильного места растут, и вроде в жизни что-то делал, чего-то добивался, либо стремления его были очень хорошие, положительные. И тут в один момент у него, как бы, знаете, все обрывается, и идет там неприятность за неприятностью, обрыв за обрывом.
взрыв за взрывом, да, вот почему-то хочется сказать. Может, у кого-то, у мужчин, кстати, могла быть серьезная какая-то авария, то есть человек мог попасть в ДТП, либо человек мог со здоровьем вот столкнуться в один момент, да, там сердце прихватило, еще что-то могло как-то резко в один момент. Вот если это ваш мужчина, если вот такая ситуация отыгралась, то здесь 100% сглаз был очень сильный. Он принял очень мощный удар на себя, и вот с этого момента в жизни пошли неприятности. Здесь однозначно тут и человек сам должен поработать, попаститься, например, попроситься, попросить высшие силы через храм, через, знаете, как преклоненные колени, через покаяние, да, вот покаяться, чтобы его отпустили, простили. Если вы будете чистить, тоже очень хорошо зайдет, поможет. Так, если мужчина ваш не резко упал, да, а как-то вот как потихонечку, да, вниз, все хуже, то здесь однозначно какая-то карма. Он, вот знаете, каждый раз как будто бы неправильное решение принимал. Да? Каждый раз он стоял на развилочке, и вместо того, чтобы посидеть, подумать, принять правильное решение, он шел либо туда, куда хочется, либо туда, где проще. И теперь он просто вот в таком состоянии, когда сам себе, скажем так, заработал неприятности. У него какое-то лицемерное окружение. Мне очень не нравятся те люди, которые его окружают. Они какие-то, вот знаете, они лицемерные, они какие-то хищные, они на своем каком-то интересе сидят. И тут нет честных людей. Основные игроки в его жизни, те, кто основную роль играет, они нечестные люди. Они какие-то приспособленцы, какие-то лицемеры, абьюзеры. Может быть, у него есть там хороший друг, либо несколько, может быть, родственник есть хороший, но почему-то ваш мужчина, он не любит критики, да, вот поняла теперь, почему он не любит критики, а его критиковал вот этот хороший настоящий друг, либо там сын, может быть, взрослый, может быть, там отец, да, брат, критиковал, потому что хотел ему добра и пользы. А ваш такой, знаете, из себя весь не любит, когда его против шерсти. И он отдалился от хорошего человека и сблизился с очень плохими людьми. А эти люди, они вот, знаете, как дойную корову нашли, да, постоянно его доят в своих интересах. А он этого, либо вообще не замечает, либо говорит, что ж, все равно же они мне там улыбаются, считают, что я там классный, умный, комплименты там не заливают. Почему нет, потерплю. У него здесь клевер выходит, понимаете? Но слева, вот мне не нравится, что слева это идет. И семерка, вот она, видите, семерка у него тоже слева почему-то идет. То есть такое впечатление, что он с другой стороны зеркала, да, вот такое отзеркаливание идет. То есть, когда в зеркало смотришь, да, у нас же получается, как стороны местами меняются. Вот и у него вот этот эффект зеркала происходит. Это 100% говорит о потустороннем вмешательстве. Вот как хотите, либо попортили вашего мужчину, либо судьба заставляет его расти и развиваться. То есть как бы здесь просто так ему в жизни не дается. Увлекающаяся натура, причем очень сильно увлекающаяся. И иногда настолько он забывается и отрывается от реальности, что больно падает и бьет себе пятую точку. Это в лучшем случае, а иногда и голову. Сам себя ругает, но почему-то очень любит свои грабли, постоянно их себе сам под ноги выкладывает и наступает на них. Вот, девочки, кто вот встречается с этим мужчиной, либо общается, вот вы могли заметить, что за последнее время у вас тоже в жизни какие-то ухудшения пошли. Как будто бы, знаете, хочется сказать, что мужчина тянет вас вниз. Тянет вниз. Вы могли по материальному начать терять, вы могли терять по здоровью, по какому-то эмоциональному состоянию, по наполненности. То есть жизнь какая-то стрессовая стала. Не вместо того, чтобы там жить в любви, наслаждаться жизнью, быть спокойной и счастливой, вы начали стрессовать. И вот как-то тяжесть даже могла появиться. Кто точно знает, что есть разлучница, что есть какая-то женщина, с которой погуливал, либо погуливает, либо вообще у кого-то мог, может быть, на два дома жить.
но там женщина точно делала. И делала, и энергетически его к себе там привязывала, что она только не делала. Досталось и мужчине вашему, и вам через мужчину досталось. Здесь тоже нужно себя будет почистить. А у кого мужчина ваш домашний, дома с вами сидит, да, то есть муж, то этого человека, во-первых, нужно заставлять идти в поликлинику, не знаю, там обследование какое-то проводить. У него что-то не так. Может быть, какая-то скрытая болезнь, надо лечить, либо, может, начальные какие-то этапы. То есть его нужно либо вести к терапевту, да, начинать какое-то обследование, либо, если ваш мужчина вообще такой сидит, там, отвернулся к стенке, не разговаривает, ничего не хочет, то тут психолог. Тут, понимаете, хоть так, тут доктор выходит. Для тех, кто в браке. Вот вам доктор почему-то идет, вам нужно к доктору мужчину вести своего. Не дожидаясь, да, пока там какие-то болевые синдромы начнутся. Вот вести и все. Мужчина пришел явно нуждающийся в помощи. Он, знаете, такой вот прям, хочется сказать, гадкий утенок, да, которого нужно подобрать, обогреть, помыть, привести в чувство, да, накормить. Вы вот, знаете, смотрите на своего мужа, думаете, да, остыл, да, типа, это чувства прошли, ничего между нами уже нет. А на самом деле он просто болен, ему нужно помогать, его нужно спасать. Для тех, кто смотрит на мужчину, с кем вы хотите общаться, встречаться, сразу хочу сказать, что есть препятствия на вашей встрече, и это препятствие у него за спиной стоит. Я не могу понять, кто это, что это, но это у него за спиной. Сейчас у него все идет под откос. Как бы сильно он вас не любил, как бы сильно он там к вам не горел, ручки не тянул, да, но между вами и мужчиной есть пропасть. И у него сейчас вот коса, да, которая у него с правой стороны, все ему заблокировала, все ему отрезала, отсекла коса. У какого-то из мужчин мама очень сильно переживает за него, очень хорошая, добрая женщина, очень сильно, ой, прям выбрал карандаш, очень сильно переживает. Очень переживает. Вы бы с ней как-то скооперировались, объединились, была бы польза. Вот у меня карандаш указал на эту нижнюю картинку. Вот смотрите, два человека, да, вы и мужчина, друг от друга отвернулись. А любовь-то есть, любовь-то никуда не делать. Но тут, девочки, вам нужно делать первый шаг в его сторону. Это вам нужно его возвращать, либо, ну, даже, может быть, и уговаривать. Но вы уж извините, что так говорю, да, но просто песок говорит, что только так. Вам этот человек еще нужен, он вам нужен, понимаете, не вы ему, а он вам нужен. И поэтому лучше, если вы его вернете. Он, понимаете, будет безумно вас любить, он будет там страдать, не знаю, там руки себя заламывать. Но он настолько гордый, настолько противный, что он не сделает первого шага. А если вы хотя бы намекнете, либо просто подадите ему руку, он будет самый счастливый, он сразу же схватится за эту руку. Вот тут такой момент указан. И еще хочу предупреждение дать, да, вот не могу его игнорировать. У кого-то мужчина вляпается, либо вот-вот, да, войдет в какой-то обман, что ли, не знаю. То есть там какие-то люди с ножами, они его куда-то приманивают, да, пойдем к нам, пойдем с нами, что-нибудь там сделаем, да, ты там, может, получишь что-то, либо, я не могу понять, то ли это на соблазн на деньги идет, то ли на какой-то азарт, может быть, на какой-то челлендж, его там, типа, ты там слабак, ты там то, ты там все. В общем, девочки, вот кто там, опять же, вместе в паре, в браке, последите со своим мужчиной, чтобы он не попал в эту ситуацию. Такое ощущение, что его куда-то заманивают с какой-то лихой целью, не дай бог, конечно. А он у вас такой, ну, горячий, да, вот ему только скажи. Он сразу пойдет, там всем будет рассказывать, доказывать, что он и сильный, и смелый, и ловкий. Поэтому нужно мужчину все-таки поберечь. Очень сложный период у вашего мужчины, очень сложный. Это не ситуация первого дня, это уже у него было, и это продолжается. Давайте я вам совет возьму, что делать, как себя вести, что делать, как помочь мужчине, потому что сложно. Так,
Ну, тут смотрите, да, вот как хотите. Это то ли судьба, то ли порча у него. Сглаз может быть очень сильный. А если мужчина ваш был женат, вот там 2 женщины и ребенок есть за спиной, то вот они там рвут и мечат, они ему такого негатива желают. Я так понимаю, что это бывшая ее мама, и ребенка тоже к этому делу подключают. Там такие грязные разговоры идут, там такие проклятия сыпятся в его адрес, на его голову. Но женщины просто, я не знаю, исчадия какие-то. И что интересно, он либо с ними встречается, либо в их дом ходит. Ну, может быть, хочет, чтобы там ребенка увидеть, либо что-то передать. И они в эти моменты ему какие-то, даже не знаю, пакости, гадости делают. Может быть, в спину шепчут, там что-то там как-то, вот знаете, поливают ему дорогу чем-то, дают что-нибудь выпить плохое. Вот прям здесь нужно ограничить общение с этими женщинами, либо защиту поставить. Так, если у мужчины карма, то обратная ситуация отыграется, да, то есть если он был женат, вот эти 2 женщины, они сейчас его ненавидят, там всячески его поносят, то нужно ему набраться смелости и сил простить этих женщин и попросить у них прощения, вот как-то так. Через отпуск, да, вот отпустить вот эти все негативные моменты, он может справиться. Почему я говорю это вам? Да потому что я вижу, что вы любите этого человека, что вы искренне заинтересованы в этом человеке, хотите ему помочь. Поэтому кто? Вы только можете подсказать. Вы. Кто смотрит, девочки, кто загадал. Дальше. С другой стороны, если мужчина вообще свободно идет, то у этого мужчины, вот он стоит, завистник главный, да, и этот завистник, он любит магию, эзотерику, я не знаю, может быть, чем-то потусторонним увлекается, может быть, не один он, да, потому что за спиной еще вот стоит какая-то женщина маленькая, сухая, вот он к этой женщине, что ли, ходит, обращается. Может быть, у вашего мужчины удачу украли из жизни запросто, то есть этот взял какую-то у него вещь, либо попросил, и через вот эту женщину мог там намагичить себе, запросто может быть. Или отыграется так, что вот это лихой человек, который ему очень завидует и который делает все, чтобы ваш терял, а этот, соответственно, приобретал. Стоит он у него с правой стороны за спиной, типа прикидывается другом, правой рукой может даже быть, но на самом деле нет. Надо этого человека убирать, отсекать. В любом случае, вот с ним рядом находится мужчина, либо по работе, либо по дружбе. Очень плохой мужчина, он ему мешает по жизни. Девочки, ну вот смотрите, вот она вы, видите? Это вы такой огромный ангел с такими прекрасными крыльями. Вот видите, головушка ваша, вот они ваши крылышки, вы их так вот расставили, да? Это вы ангел, хранитель этого человека. Даже не важно, вы муж и жена, вы просто встречаетесь, либо вы только лишь друг к другу присматриваетесь, вы для этого человека идете как ангел-хранитель земной. То есть вы его будете вытаскивать, помогать, делитесь с ним своей энергетикой. Что я хочу вам сказать? Во-первых, нужно бороться за этого мужчину, нужно пробовать разные способы, пробовать разные методы. У вас получится, вы его ангел, у вас очень сильная связь с этим человеком. Однозначно, в прошлых жизнях вы уже так или иначе соприкасались. Вы друг другу абсолютно не чужие люди. Вы друг друга очень сильно чувствуете. Помните, что вы ангел, и помните, что вы можете его спасти, ему помочь. И если вы его бросите, ну, скорее всего, он погибнет. Да? То есть вообще как-то в тартарары полетит его жизнь. Вам Боженька подсказки даст, как помочь вашему любимому человеку. У вас получится, вы сможете его спасти, вы сможете ему помочь. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.